Здравствуйте! Алтынсаринская сельская библиотека предлагает хронология событий. Село имени Алтынсарина. Совхоз имени Алтынсарина был основан в 1954 году. Ехали добровольцы-первоцелинники в совхоз Алтынсаринский, так он назывался в начале, а затем уже стал имени Алтынсарина. В течение зимы 54-55 годов все будущее хозяйство совхоза базировалось в поселке Филипповка, жители которого образовали в начале сельхозартель 1 мая. Филипповцы встречали и давали жилье первым целинникам, помогали в первую целинную зиму перевозить и заготавливать сельхозинвентарь, технику, семена, ГСМ. 19 февраля 1957 года на основании решения общего собрания колхоз 1 мая был упраздненным, и на его базе организовали отделение совхоза имени Алтынсарина. С 25 февраля всех членов артели зачислили в штат совхоза. Первоначально совхозы и колхозы нынешнего Камустинского района относились к самому крупному в области Орджоникидзевскому району. Имя Ибрая Алтынсарина для первоцелинников было новым, но позже узнали, кем был для казахов Ибрай Алтынсарин, и с полной уверенностью могли согласиться с таким названием. Оно должно быть таким же емким, как деятельность казахского просветителя Ибрая Алтынсарина. Первоначально запланировали заложить совхоз в урочище Бердинка, местечке, где когда-то существовал поселок, но на тот момент, когда затевался совхоз, от былого поселка давно ничего не было. Сознавая, что той воды, которую нашли в Бердинке, будет недостаточно, руководители совхоза, посоветовавшись со старожилами колхоза 1 мая, приняли решение строить совхоз в 8 километрах от поселка Филипповка, в местечке, где когда-то было небольшое озеро. В спешном порядке перебазировались на новое место, в чистом поле вбили в землю колышек, разбили палатки, притянули вагончики, стали везти строительные материалы. Первая памятная бороздка была проложена в 1955 году. Уже к концу 1955 года совхоз насчитывал 237 постоянных работников. Первая и суровая зима осталась позади. Посевная кампания была проведена в сжатые сроки. В 1956 году совхоз получил небывалый урожай. Работали целинники до 7-го пота. Главные силы были брошены на распашку целины, производство зерна, но также приступили к развернутому строительству жилых домов и возведению жизненно важных объектов. Прошло время. Сейчас это сильное в экономическом отношении село. Здесь две отрасли сельского хозяйства – животноводство и растениеводство. Село Алтынсарина живет и процветает. Здесь солнце счастье излучает, чтоб стало радостней, светлей. Здесь ветер волнами играет, на море золотых полей.